Понятие безразличия по их лицам. Я еще очень много. Буду чиркать по стеклу, железякой толстой умело свой автограф оставлю в миру. Пусть от скрипа металла по стеклам почерневшие души вопят, как мои пораженные нервы. Каждый день, как канаты, гудят. Не сочинять стихи, а декламировать то, что вы напишете, вернее запишете, примите, потому что у вас чистые сердца, и вы будете не сочинять стихи, а именно принимать то, что придет вам. Так или нет? У меня есть 3 правила. Первое правило – это написать стихотворение. Так. Второе – продекламировать. Вот. А третье – защитить свое творчество. Все. Но только первое не совсем правильно. Не написать, а записать. То, что ты услышал, голос Бога, голос небес. Потому что стихи, они не сочиняются. У Пушкина, как это, мысль тянется к перу, перо к бумаге, еще секунда, и реки, и стихи рекой потекут. Вот так стихи рождаются. Еще, стихи рождаются. Еще есть у меня один афоризм. Я могу с вами поспорить. Ну, Чем жестче порассуждать лучше. Чем жестче жизнь меня ломает, тем лучше пишутся стихи. Ну, это тоже правильно. Это тоже. Это тоже. Так, ну-ка еще, Андрей, так понравился? Да. Так, попросите его сами. На разных, на всех. Все? Как Ну, бывает? более спокойное стихотворение. Сад мой милый. Сад мой милый ароматом пылает. Чудные явства в себя беру. Меня заветная родина чувствует, когда о ней рифму пишу. Я о земле своей с трепетом молвлю, могу о ней весь день голосить. Я не забуду ширь необъятную, Русь только дивную буду хвалить. Кочки, ухабы, высь, переправы. Это надолго будет в стране. Даже такие с причудой преграды. Мне понравилось в древней судьбе. Сколько же бед тебе уготовлено, сколько стерпела моя земля. Буду любить тебя отчаянно и прославлять. Отчизна моя. Браво. Слава Богу. В общем,